Уважаемые коллеги и друзья, спасибо за приглашение, принять участие в вашей конференции, посвященной 25-летию от принятия Конституции Казахстана. Тема моего выступления затрагивает проблемы развития конституционного правосудия Болгарии. Вопрос о конституционном контроле в Болгарии обсуждался еще в середине XX века. Но впервые этот институт был введен Конституцией Республики Болгарии 1991 года, принятой в конце прошлого века. Модель конституционного правосудия Болгарии отличается несколькими характеристиками. Имея в виду, что это делается специальным органом, Конституционный суд, который находится вне системы общего правосудия, можем сказать, что это централизованный контроль. Имея в виду начин обращения к Конституционному суду, можем сказать, что это официальное сезирование. Такое право имеют определенные государственные органы, включая определенную численность депутатов парламента. Одно из изменений Конституции расширило этот круг, и сейчас там находятся и представители гражданского общества, как Высший адвокатский совет и омбудсман, которые имеют это право в случаях, которые относятся к правам граждан. Конституционный суд осуществляет как абстрактный контроль за соответствием законов с Конституцией, так и контроль по конкретным поводам. Например, он охватывает решения парламента, указы президента и некоторые другие акты. Очень важно подчеркнуть, что Конституционный суд имеет отдельные правомочия давать обязательное толкование Конституции. Это приводит к усилению роли Конституционного суда в развитии Конституции и конституционного режима. Решения Конституционного суда вступают в силу после их принятия и опубликования, подобно как и вступление в силу законов. Здесь ищется баланс между стабильностью правовых актов с одной стороны и принцип верховенства Конституции с другой. Буквально несколько дней тому назад Конституционный суд принял толковательное решение по нескольким вопросам. Оно более гибко отвечает этому вопросу, потому что в случаях, когда есть открытые продолжающее правоотношения и незаконченное судебное производство, то тогда решения Конституционного суда в определенной степени имеют и действие обратное, не только впереди, потому что они затрагивают эти правоотношения. Когда Конституционный суд объявляет законы или другие акты, включая индивидуальные, как противоконституционные, тогда
применяется распоряжение закона о Конституционном суде, согласно которым орган, который принял акт, который входит в противоречие с Конституцией, надо урегулировать эти отношения. По этому поводу, когда Конституционный суд произносится по таким актам, нужно дополнительного регулирования. И еще один вопрос. Он, например, как когда-то Конституционный суд, применяя эволютивное толкование, могу сказать даже и коррективное, он меняет свою практику. Так, например, 25 лет тому назад Конституционный суд принял решение, что когда объявляется как противоконституционный закон, который отменяет или изменяет другой закон, то тогда автоматически восстанавливает действие предыдущий закон. Сейчас Конституционный суд сказал, что это недопустимо в многих случаях и нецелесообразно, и поэтому он практически отменяет такое восстановительное действие. В таких случаях вопрос надо тоже регулировать дополнительным актом, компетентным органом. Это в общих линиях в короткое время то, что я могу представить как обзор по тематике. Желаю вам здоровья, успеха конференции. Надеюсь, что в недальнем будущем у нас будут и другие контакты. Всего доброго.